Добрый вечер, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать всех, кто смотрит наш вечерний эфир. На телеканале Якутия-24 стартовал проект «Танцуй», 3-й сезон. И с вами Ольга Климова И Максим Эверстов. Дорогие друзья, в ближайшее время, в ближайшие 1,5 месяца мы будем встречаться с вами каждое воскресенье 19:00 до 21:00 в прямом эфире. И в новом сезоне вас ожидает 6 танцевальных пар. Наши участники будут радовать вас своим мастерством танца. Каждая пара состоит из хореографа и участника и будет показывать оригинальную программу. Каждое воскресенье они представляют новый танец, поставленный специально для вас. Кто же они, наши участники? Давайте мы их поприветствуем и познакомимся с нашими участниками. Дорогие наши телезрители, встречаем пара под номером 1 Алексей Баев и Анжелика Данилова. Вероника Тамтосова и Вячеслав Ефимов, пара номер 2. Пара под номером 3 Айталина Яковлева и Альберт Никитин. Пара номер 4 Ирина Растейкина и Афанасий Калачев. Пара под номером 5 Дмитрий Шаталов и Люана Иванова. Пара под номером 6 Рональд Амоко и Розалия Волкова. Все наши участники очень разные, но их объединила любовь к танцу. Они готовы подарить вам, наши дорогие телезрители, настоящий праздник танца. Наш танцевальный конкурс завершится 9 марта. В финале останется всего 2 пары. Ну а победителями у нас станет только 1 пара. И они станут обладателями кубка. Одну пару выбирают наши телезрители, вторую – члены уважаемого жюри. СМС-голосование за понравившуюся пару начнется в эфире 16 февраля, по итогам которого пара, набравшая наименьшее число голосов, вынуждена будет покинуть наш телепроект. Сегодня состоится первое знакомство с конкурсантами, а наши члены жюри дадут дельные советы начинающим танцорам. Давайте с ними познакомимся. Аина Александровна Герасимова, председатель жюри, отличник культуры Республики Саха-Якутия, руководитель хореографической студии «Пируэт», хореограф, постановщик конкурсов «Мисс Виртуальная Якутия» и «Мисс Республика Саха-Якутия». Павел Николаевич Необутов, заслуженный артист Республики Саха-Якутия, артист балета Государственного театра оперы и балета имени Суаруна Амалона. Третий член жюри Леонид Владимирович Анциферов, отличник культуры Республики Саха-Якутия, солист Государственной филармонии Якутии имени Галины Кривошапка. Нашим спонсором и партнером является Капитал медицинское страхование. Здоровье – это бесценный ресурс, основа полноценной и счастливой жизни. Полис ОМС – это бесплатная медицинская помощь по всей России, спокойствие за будущее и доступность. Оформить полис ОМС просто и бесплатно. Достигайте целей, реализуйте свои самые заветные мечты. Наслаждайтесь каждым моментом вместе с полисом ОМС от Капитал медицинское страхование. Вас ожидают по адресу город Якутск, Курашова, 22. Дорогие телезрители, открывает наш проект «Танцуй» пара под номером 1 Алексей Баев и Анжелика Данилова с танцем рок-н-ролл, ритм энд блюз 60-х годов. Встречаем! Здравствуйте, меня зовут Баев Алексей Эдуардович.
Работаю в коррекционной общеобразовательной школе интерната номер 34 города Якутска на должности учителя адаптивной физической культуры. Состою в Лиге отцов республики, участник боевых действий. Имею медаль за воинскую доблесть. На проект пришел, в том году наблюдал и в этом году решил принять участие. И раз, два, три, четыре. И твист. Уже будет все видно. Меня зовут Анжелика. Я хореограф проекта «Танцуй». Танцами я занимаюсь 40 лет. Я исполнила свою мечту и продолжаю обучать таких же женщин, как и я, танцам. На проекте я хореограф Алексея. Алексей очень дисциплинированный молодой человек, очень хорошие качества мужские у него, и с ним мне очень легко работать. Самое главное, у нас с ним музыкальное направление, одно видение музыкального направления. Стиль нашего первого танца мы пока не будем раскрывать. Все увидите сами. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? I can really move. Do you love me? I'm in the groove. Now do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. Hey, work, work, work it out, baby. Work, work. Well, you driving me crazy. Work, work, just a little bit slow now. Work. I can mash potato. I can mash potato. And do the twist. I can do the twist. Now tell me, baby. Tell me, baby. Do you like it like this? Do you like it like this? Tell me. Tell me. Tell me. Do you love me? 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 Now that I can dance. Watch me now. Oh, shake it up, shake it. Oh, shake it down. Oh, and slow down. С приветственным танцем выступила наша первая пара. Давайте же подарим еще раз бурные аплодисменты. Ну а сейчас мы хотели бы послушать комментарии наших жюри. Аина Александровна. Я всех поздравляю с третьим сезоном телепроекта «Танцуй». Желаю всем участникам успехов, удачи. И знаете, что все равно победит только сильнейший. Вот что я хочу сказать по поводу Анжелики и Алексея. Вы станцевали замечательный танец. Я знаю, что танцевать первому всегда сложно. Вы прекрасно открыли свой образ, атмосферу нам задали. В будущем желаю Анжелике, чтобы Анжелика увидела потенциал Алексея, не стеснялась, раскрывала его в нашем проекте все ярче и ярче. Хотелось бы увидеть побольше рисунка танца,
перемещений по нашей площадке. Алексей умничка, вы большой молодец. Для нетанцующего человека станцевать сразу на всю республику, думаю, стоит очень дорогого. И тем более, что вы сегодня представили первым номером. Алексей, не стесняйтесь, расковывайтесь, растанцовывайтесь. И больше контакта желаю вам с партнершей, с Анжеликой. Вы попали в очень замечательные руки. Поздравляю вас. Спасибо. Павел, Да, я тоже всех приветствую, всех поздравляю с началом этого проекта. Тоже вот мне хотелось бы немножечко добавить мою коллегу, что я бы пожелал вам не танцевать вот рядышком с друг другом, потому что вот Алексей сразу, я вижу, что вы не знаете порядок, вы смотрите на нее, и это начинает немножечко отвлекать меня как зрителя от наслаждения танцем. А когда вы стали танцевать уже в паре, да, я тоже хотелось, прямо с языка сняла моя коллега, что больше рисунка танца, когда вы танцуете вместе, на вас уже интереснее смотреть, вы уже начали улыбаться, сразу появился какой-то танец, на вас стало интересно смотреть, поэтому я бы вам пожелал тоже так же не стесняться, пробовать что-то новое. Это для вас будет очень интересный опыт на будущее вам. Поэтому я желаю вам удачи и вперед. Успехов. спасибо большое. Леонид. Знаете, я тоже скажу, что первым выходить на любой конкурс — это очень сложно, тяжело. Чувствовалось, конечно, волнение, переживание, мелкие такие шероховатости наблюдались. Но я надеюсь, что в дальнейшем ребята поработают над этим, и все будет у них отлично и прекрасно. Спасибо огромное за комментарии нашим жюри. Ну а я хотела бы, дорогие телезрители, объявить то, что сегодня оценивать наши жюри не будут. Ну а наши конкурсанты будут выступать с произвольным танцем. Ну а нашу первую пару давайте же мы проводим к Максиму. Ребята, очень зажигательно получилось. Давайте сюда, давайте я буду вас сейчас пытать. Было ли сложно готовиться? Я почувствовал вайб рок-н-ролла. Я услышал в вашей визитке, что Анжелика подчеркивает дисциплину Алексея. А что еще, как танцор, который только входит в это, чем удивит нас Алексей в этом сезоне? И вы, Анжелика, как профессиональный хореограф, чем вы нас удивите? Я хочу так сказать, что насчет вот этого танца, кстати, сейчас вот то, что замечания были, Да? у меня как раз и было запланировано, когда мы познакомились, и друг друга люди не знают, поэтому это было рядом, да, такое. А потом мы уже, когда начали ВКонтакте танцевать, да, то есть уже энергетика пошла. И меня это, конечно, уже порадовало, то, что есть контакт, теперь я могу уже какие-то схемы выстраивать, да, танцевальные, и Алексей на это идет, то есть мне нравится, что он не отказывается, да, то есть тоже может идти на эксперименты. Еще плюс у нас видение музыкальное, да, одно, что немаловажно, то, что там может какие-то разногласия, тут у нас прям в одну сторону мы... Алексей кивает, но что-то хочет добавить явно. Рок-н-ролл твой танец? Первый раз вообще танцевал, а так больше по северным танцам. Ну по-моему, ты ощутил дух этого танца. Жюри подчеркивает, что ты сдерживался, но мне кажется, ты как вулкан сдерживался, чтобы не взорваться в начале, потому что у нас впереди еще много разных эфиров. Что самого сложного было, Анжелика, при подготовке к этому танцу? Самое сложное, это музыкальность, да, то есть попасть в такт, в синхронность, вот, и поддержки такие, я не стала там рисковать, да, такие маленькие. Пока что. Нас да. еще ждет много интересного в этой паре, мне кажется. Да, и то есть мы такой, это визитка, знакомство, да, и дальше мы уже будем с интересом узнавать, на что же еще способны, вот. То есть... Пока что вы не откроете секрет, что нам ждать дальше, но я думаю, что члены жюри уже профессионально понимают, что это может быть любой жанр танца и вид, потому что вы дополняете друг друга, ваша энергетика. Пожелаю вам удачи и давайте удивляйте всех наших телезрителей. Может быть, есть какой-то маленький совет тем, кто только начинает танцевать? Не бояться, обязательно идти, исполнять свою мечту, пробовать. Особенно я прям желаю парам, да, там муж, женой, друзья, да, что-то такое. Идти в пары, это очень замечательный опыт. Развивается коммуникабельность, не знаю, отношения такие выстраиваются. Это очень интересно. Алексей хочет добавить? Во-первых, танцуешь в парах, ты понимаешь
как бы человека, да, и отношения уже крепче камня становятся. Да. Потому что вот. Первым быть очень сложно. Ребята большие молодцы, пожелаем им удачи. И действительно, они напомнили нам, для чего наш проект, чтобы каждый танцевал и радовался жизни. Парные танцы – это не только физическое, но и эмоциональное взаимодействие. Партнеры должны уметь передавать эмоции через движение, будь то страсть, будь то радость или даже грусть. Хорошая химия между партнерами делает танец более выразительным и запоминающимся. Парные танцы – это диалог, где каждый партнер играет свою роль, но вместе они создают гармонию. Это искусство, которое объединяет тела, души и эмоции. А я бы хотела представить вам пару под номером 2 – Веронику Тамтосову и Вячеслава Ефимова. Давайте же поприветствуем бурными аплодисментами. Здравствуйте, меня зовут Вероника Тамтосова, я адвокат, это основной вид моей деятельности. Также я являюсь ведущей Якутия-24, Утро Якутии. Мне очень нравятся танцы во всех проявлениях, это мое хобби. Я являюсь исполнительным директором танцевально-спортивного клуба «По парам» с октября 2024 года. Очень люблю работать с детьми, вообще когда-то даже закончила педагогическое образование. И, в общем-то, именно это и послужило желанием стать участником данного проекта. Как все люди, все мы чего-то боимся. Я, например, все-таки каждый раз очень сильно волнуюсь перед публичными выступлениями, особенно на камеру. Это не касаемо работы именно танцевальными выступлениями. И учу детей преодолевать свои страхи. Решила попробовать на себе, тем более, что такие направления, как народные танцы, современные танцы, я никогда не исполняла. Поэтому это для меня что-то новое и интересное, и всегда интересно открывать для себя что-то новое, тем более при поддержке детей клуба, и особенно, конечно, моя любимая дочка, которая тоже 8 лет занимается спортивными бальными танцами. От проекта я ожидаю новых эмоций, новых знакомств, потому что все хореографы очень интересные люди, конечно, каких-то новых идей, вдохновений, потому что каждый хореограф вносит в свои танцы что-то свое и проводит обучение тоже как-то по своей инициативе, со своим подходом. Я уверена, что мы поделимся опытом, и я привнесу в свой танцевальный опыт какие-то новинки. Меня зовут Ефимов Вячеслав, я являюсь хореографом проекта «Танцуй». В этом сезоне я принимаю участие в паре с Тамтосовой Вероникой. Наши репетиции проходят в дружеской атмосфере. Мы настроены на позитивные занятия, позитивные танцы, дарить позитивные эмоции зрителям, которые будут нас смотреть. В том числе мы вместе занимаемся развитием танцевально-спортивного клуба. Я являюсь его старшим тренером, а Вероника выступает в роли исполнительного директора. Надеемся, что за нас будут болеть наши дети, наши ученики. Мы хотим показать нашим ученикам пример для подражания, как можно соревноваться в танцевальном спорте на примере нашего проекта. Первый танец для первого эфира с использованием свободного стиля. Мы будем танцевать венский вальс.
Jollono bunyi Silas taptal gina nolok pun Gerge dari Min rabaga sanalar bin Era kötüden deragi Min haranga günler bin Sırda dağı Orgu yağay İkenere Dünü kora Ustunan sediye En lisila Biginire En içeri Neha gün kerede Nerede durağın taptal gina nangin aptigin tula binire binilamin Direrde binistin kıllar bin En bihisi hemme diradi Unagin ilike En eli belastige Mahtana bin embarcar Minati ben Arguyaga İkenere Dünü kora Ustunan sediye Anilin silah Biginire En içeri Meha gün kerede Спасибо огромное за такой замечательный, такой волшебный танец. Венский вальс под названием «Рука в руке». Перед вами выступила пара под номером 2. Давайте же сейчас мы послушаем, что же скажут наши члены жюри и как они оценили эту замечательную пару. Прошу, Леонид. Мне все очень понравилось. Единственное, что я, конечно, ожидал, что вот именно вот этого штраусовского, венского кружения будет гораздо больше. Но в целом концепция понятна, танец прекрасный, мне все очень понравилось. Прошу, Аина. Мне танец безумно понравился. Во-первых, музыка такая, исполнитель Анхаров, да? Очень необычно было, очень так... Очень необычно было венский вальс именно под эту песню, под эту композицию. И у меня было ощущение, что я вместе с вами кружу в венском вальсе, наслаждаясь нашим прекрасным городом, любовью, такой вот атмосферой, таким вайбом. Придраться к вам прям не к чему. Было все. Было и контакт с партнером, и бережное отношение к партнерше. И партнерша просто шикарная. Просто хотелось смотреть и наслаждаться вашей красотой. Вот. Пара вы как будто бы давно существующая, прям друг с другом уже как будто уже сработанная пара. Это очень классно, что вы так станцевались, скажем так, с первого раза. Это классно, это реально классный номер. Мне все очень понравилось. Молодцы. Спасибо огромное. Павел. Да, мне тоже остается только добавить, что мне тоже понравился вот это музыкальное сопровождение. И хотелось вот спросить у Вероники, скажите, пожалуйста, а у вас уже был какой-то танцевальный опыт? Потому что я вижу, что у вас есть вот это чувство позы. Вот скажите. Относительно недавно, до этого я занималась только в детстве. Нет, вот я вот это и сразу заметил. Мне вот чувствуется, что вы умеете смотреть на партнера, чувство поз, вот это вот какой-то такой легкий прогиб, как вы гармонично, плавно двигаетесь. И поэтому, мне кажется, вам будет интересно на вас посмотреть в дальнейшем в других конкурсных программах. Я постараюсь не разочаровать. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо огромное нашим членам жюри. Ну а мы проводим нашу замечательную пару к Максиму.
Прошу. Идите сюда. Ребята, это был очень страстный, это был очень стильный танец. Я прямо представил, как будто я смотрю голливудскую романтическую историю, «Титаник» или «Великий Гэтсби». И как и жюри, я присоединяюсь. Есть ощущение, что вы в этой паре оба опытные танцоры. Скажите, какие эмоции вас наполняли, когда вы узнали, что попадете на проект? Сразу подумали, ага, у меня в кармане победа, или же все-таки какое-то волнение было? Что, о чем вы думали? Вы опытные танцоры. Ну, на самом деле всегда страшно танцевать, во-первых, в прямом эфире. Я, как ведущая еще прямого эфира «Утро Якутии», это знаю не понаслышке. То есть если в эфире разговаривать мне легко, то танцевать безумно сложно. Я очень стесняюсь, каждый раз сильно волнуюсь. Когда узнали о проекте, ну, честно, нас до сих пор пугает направление народный танец и современный. На меня наводит просто ужас. Вячеслав? Ну, я участвую уже, в принципе, второй раз, поэтому очень много что знакомо. Опытный. Такого, да, волнения сильного нет. Но, да, еще нам предстоит много этапов, которые нужно пройти, с достоинством выступить. Поэтому готовимся работать. А в этом романтическом танце что было сложное при подготовке? Может быть, сейчас прямо... Я знаю, что и дети, и ученики ваши смотрят и болеют за вас, но те, кто хочет вот так же красиво танцевать, может быть, на выпускном, какие-то есть, может быть, лайфхаки, советы, сложности? Ну, нам повезло, ученики у нас в зале, поэтому нам было немножко проще. Вот, на самом деле, лайфхак один: первое, музыка должна нравиться, и второе, мы образ поменяли сегодня. То есть до этого была другая концепция, другой образ, и буквально вот утром мы поняли, что нет, все-таки, да, это будет голливудская история, переложенная на город Якутск. Сегодня поменяли, Вячеслав? Это какая-то суперспособность. Мне кажется, телезрители сейчас застыли с открытыми ртами. Ну, сама музыкальная композиция у нас уже была, конечно же, концепция танца уже была. Мы поменяли сам образ в смысле внешнего вида, концепции, с которой мы выходим. Вот. Ну, надеюсь, получилось весьма неплохо. Я думаю, наши телезрители оценили, и мне лично казалось, что просто куда-то пропал экран, я пришел, смотрю романтический просто мелодраму какую-то. Последнее. Скажите, вот так вот мы вас запомним, вы будете нас шокировать, или это всегда будет какая-то классическая программа? Ну, мы будем стараться шокировать по-хорошему. Ну, классической программы совсем уж не получится, но она, конечно, будет приближена все равно к бальным танцам. Нам просто проще с этой программой работать, поэтому, наверное, где-то будет мелькать такая спортивные бальные танцы. Вячеслав, тебе не сложно танцевать, когда Вероника слепит тебя во время танца своей улыбкой и красотой? Нет, мне это помогает. Я могу делать что угодно за ее спиной, и никто даже не вспомнит и не скажет, что там я что-то перепутал. Ты уже поставил себе, мне кажется, какую-то тональность на глаза, чтобы не слепнуть во время танца. Мы пожелаем нашим участникам, Веронике и Вячеславу, удачи. Конечно, она им не нужна, это хорошие, опытные танцоры, но я думаю, что и сейчас уже они во время репетиций видели, что да, у них есть интересные соперники, и впереди нас ждет очень интересный проект. Здравствуйте, меня зовут Айталина Яковлева, мне 35 лет, я фитнес-тренер и выступающая спортсменка. Проект «Танцуй» — это для меня не просто соревнование или шоу, это возможность поделиться своей любовью к танцам с миром. Участие в этом проекте — это шанс познакомиться с новыми людьми, обменяться идеями и вдохновиться. Меня зовут Никитин Альберт, мне 30 лет. В телепроекте «Танцуй» я уже пришел участвовать 3-й год подряд. В этом году мне попалась очень хорошая партнерша Айталина Яковлева, фитнес-тренер. Мы сразу же нашли общий язык, начали подготовку, усердно трудимся, уже параллельно готовимся и к 1-му, и 2-му этапу. Надеюсь в этом году на победу. Всем остальным участникам желаю успехов. Пусть победит сильнейший. Land in Miami, the air was hot from summer rain, sweat dripping
on moonlight. We dance for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. You felt like ooh la la la, yeah. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true, la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya, but every touch is ooh la la la. It's true, la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for ya. Back in the hotel, there's just some things that never change. You say we're just friends, but friends don't know the way you taste. La la la. Cause you know it's been a long time coming, don't you let me fall. When your lips undress me, hooked on your tongue. Love your kisses deadly, don't stop. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true, la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya, but every touch is ooh la la la. It's true, la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for ya. Чудесный танец под мировой хит «Сеньорита». Ну а как же прокомментируют наших танцоров члены жюри? Прошу, Аина. И снова здравствуйте, Альберт. Шикарный номер, шикарная композиция, шикарная Айталина. Я помню Айталину еще со времен шоу-балета Государственного цирка. Айталина, вы в прекрасной физической форме. Я знаю, что вы обожаете спорт, тренируетесь и участвовали даже, как я помню, в «Мисс Бикини». Ну, «Мисс Фитнес». Вот. И поэтому я, наверное, думаю, что вы настроены уверенно, потому что все, кто связан со спортом, они стремятся всегда на победу. Вам попался просто исключительно изумительный партнер. Альберт, вы, как всегда, просто восхитительны, шикарны. Я очень люблю смотреть, как вы танцуете. Очень люблю смотреть ваши именно танцевальные постановки. Они всегда такие с особенным вкусом. Сегодня вы очень постарались. У вас даже костюмы такие прям оригинальные, что думаю, что многим хореографам будет интересно взять какие-нибудь идейки. И так же, как и с костюма, также, думаю, и с вашей композиции. Вот. Желаю вам победы, успехов. И думаю, что для остальных участников это такая серьезная заявка в виде вас. Спасибо огромное Аине. А сейчас давайте послушаем Леонида. Я хочу сказать, что это практически готовый танцевальный номер, достойный любой профессиональной сцены. Музыкальное сопровождение подобрано очень хорошо. И, что самое важное, хореографическая составляющая этого номера, она буквально как тень следует за музыкой. То есть у вас есть сольные фрагменты вступления, когда поет солистка, у вас есть сольные фрагменты, когда поет солист. Все это очень органично сплетается, очень красивый номер, мне очень понравился. Спасибо огромное. Ну а сейчас давайте послушаем Павла, что же он скажет нам о нашей замечательной паре. Да, вот Айталина, я все-таки хотел сказать, что я сразу тоже увидел, что у вас есть какая-то хореографическая подготовка. Да, и я хочу сказать, что вам повезло, Альберт уже опытный, и вот вы вот так хорошо, гармонично сошлись. Я видел в вашем исполнении синхронность. Мне вот это очень понравилось в вашем исполнении, когда вы очень органично улыбались, вы смотрели друг на друга. И это действительно очень хорошая заявка на победу. Я желаю вам удачи.
не бойтесь пробовать чего-то сложного. Даже если это у вас не получится, это будет очень интересный опыт. Вам в будущем это поможет. Не старайтесь идти по легкому пути. Ну, лично мне бы хотелось видеть вас в самых интересных, в самых сложных. Попробуйте раскрыться в чем-то, в чем вам интересно, в чем вы хотели бы себя как-то проявить. Желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо. Ну, а нашу замечательную пару уже заждался. Максим, давайте проводим к Ребята, Максиму. искрометно, других слов у меня нет. Это был золотой танец. Вы нас ослепили и золотом, и действительно, как сказали члены жюри, прекрасной физической формы. Мне кажется, они даже не устали, хоть сейчас пробегут марафон. Айталина так стоит, да, я могу хоть сейчас, хоть под купол цирка. Все было чудесно. Скажите, Альберт, вы опытный, практически ветеран проекта «Танцуй». Можем ли мы сказать, что вы так сильно набрались опыта, что уже в этом третьем сезоне поразите нас чем-то необыкновенным? Надеемся на лучшее. Мы уже начали подготовку, уже и пробуем что-то новое, что-то непонятное для себя. Вот то, что мы сейчас танцевали, то тоже как бы не моя стихия. Попробовал для себя тоже что-то новое. Эти мелкие движения для меня тоже очень сложные были. Но мы с этим справились до позавчерашнего дня. Получается, там мы где-то, наверное... Я не выучу. Что? Я думала, ни за что не выучу этот номер. Каков Альберт в качестве учителя? Очень хорош профессионал. Альберт, к вам тогда встречный вопрос. Из спортсменки легко ли сделать опытную танцовщицу? Ну, из спортсменки, конечно, слегка сложновато то, что вот именно с тяжелыми, да, металлами, в стороне пластики, да, сложновато. Но хорошо то, что вот в прошлом когда-то танцевала, какой-то опыт есть, надо, как это будет, как можно сказать, да, ну, подогревать и вспоминать. Насколько вот этот танец, который мы сегодня увидели, соответствует вашему духу, вашему характеру? Это твой жанр или ты обычно другие танцы используешь? Обычно другие танцы, да. Но это мы, надеюсь, сделаем в конце на все 100%, 200%. То есть в дедлайне многозадачности Альберт нормально готовит? Да, это совершенно не мой танец, не моя стихия. Я чувствовала себя немножко неуверенно, некомфортно, где-то зажата. Но я постаралась. Я думаю, что никто не подумал, что ты танцуешь неуверенно и сжато. Даже члены жюри увидели и подумали, что неужели Альберт, как профессиональный кузнец, уже начал ковать из Айталины участника для всех следующих проектов «Танцуй». Потому что я отрабатывала и ночами. Мы с утра собирались, репетировали. И безжалостный учитель Альберт. До 11 вечера репетировали после работы, после тренировок. Приходилось бежать на репетиции. Вот. Еще плюс снимала на видео, пересматривала перед сном. Прям вот засыпала с танцем. Просыпалась также с танцем, чтобы запомнить. Потому что, ну, в общем, не мое было. Я понял. Мы пожелаем нашей золотой паре, которая сегодня нас ослепила и своей формой, и своим танцем, и своими улыбками. Мы пожелаем им удачи. И я думаю, они тоже понимают, что их ждет нелегкая борьба. А мы прервемся ненадолго. Партнеры должны чувствовать музыку, ритм. И, конечно же, самое главное, они должны чувствовать друг друга. А далее с танцем выступит пара под номером 4. Ирина Рассейкина и Афанасий Калачев. Танцевальный номер под названием «Танцуем сердцем». Встречаем! Здравствуйте, меня зовут Ирина Рассейкина, мне 45 лет. Я работаю замдиректором. У нас сеть гостиниц в городе Якутске. Танцами я занималась с детства. Я танцевала русские народные танцы, потом я танцевала в сюрпризе. Уже во взрослом возрасте я танцевала бачату у Леси, ходила года 2 назад. В проект «Танцуй» я пришла, я посмотрела 2-й сезон, и мне очень захотелось тоже поучаствовать. Мой партнер, хореограф Афанасий, мы очень быстро нашли общий язык. У нас все легко получается сейчас.
То есть первый танец уже у нас почти готов, осталась отработка. И уже очень много идей на следующие этапы. Вместе все мы с ним обсуждаем это, костюмы, музыку. То есть вот у нас прямо как пара. Я, конечно, как все, я ожидаю победы. Будем стараться. Ну и всем участникам я желаю тоже победы. Левый назад. Ага. Я назад. Назад. Шаг. Ставим. Шаг. Ставим. Еще раз. Меня зовут Афанасий Калачев. Я работаю как хореограф-постановщик, являюсь руководителем ансамбля «Созвездие» при Совете МВД города Якутска. Но я очень люблю с детства танцевать. Так, в данное время сейчас тоже также работаю различными эпизодами, этюдами работаю. Вот на проекте я пришел, чтобы, пришел себя показать, взять очень много опытов. На проекте я танцую с Ириной. Ирина очень такая старательная, общительная. Мы с ним уже ставим уже танцы, вместе подбираем материалы различные. Сказать, очень интересно работать. Мне очень нравятся вот такие проекты, как «Танцуй». Да? И мы стараемся все это показать нашим уважаемым телезрителям. Очень такой интересный материал мы готовим, но это будет у нас как сюрприз. Lo único que quiero es ser rey del perreo. Mi único problema es que soy un patito feo. Tú tan latina, yo poco europeo. No sé de Romeo, pero ¿cómo lo meneo? Dale, donde le duela. Dale gasolina, dale candela. Vamos a la pista y baila morena. Dale, donde le duela. Me duele la cabeza cuando el reggaetón suena. Ahora lo que queremos es bailar. Chispum, 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 chispum. Chispum, 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 chispum. ¿Dónde baila reggaetón? ¿Dónde baila reggaetón? ¿Dónde baila reggaetón? ¿Has visto esa gata como mueve su cuerpo? Por poco me mata con todo ese movimiento. Todo lo que dice yo no lo entiendo. Para, que me estoy enloqueciendo. Dale, donde le duela. Dale gasolina, dale candela. Vamos a la pista y baila morena. Dale, donde le duela. Me duele la cabeza cuando el reggaetón suena. Ahora lo que queremos es bailar. Вот такой вот веселый, зажигательный танец в исполнении нашей пары
И самое главное, они смогли смешать два стиля. Это русский народный танец, как вы уже заметили, и латиноамериканский, зажигательный, как я понимаю, самбо вроде, да? По стилю похоже было на самбо. Это просто было классно, ярко, зажигательно. Ну а теперь давайте мы послушаем наших членов жюри. Прошу, Павел. Мне очень понравилась интересная вот такая находка вот со смешением стилей. Было интересно. Я хотел бы вот Ирине пожелать: улыбайтесь, улыбайтесь. Такой, смотрите, какой у вас замечательный партнер, как он отыгрывает каждую позу. Сюда посмотрит, сюда посмотрит. Я тоже желаю вам, чтобы вы этому научились. Смотрите, слушайте, что он вам говорит. Будьте как-то вместе, чтобы вы танцевали не по отдельности, а как бы вместе. Вот. Желаю вам не бояться. Если что-то не получилось, как-то стараться, ну, чтобы мы этого не заметили. Поэтому вперед. Немножечко я хотел бы вот вам пожелать, чтобы вы, ну, в целом в будущем немножко смягчите руки, потому что когда у вас выпрямлены локти, это немножко как будто сковывает ваши движения, и вы становитесь, ну, придает, так скажем, угловатость. Поэтому следите за мягкостью рук, и все у вас будет хорошо. Спасибо, Павлу. Ну а сейчас передаю слово Аине. Я хочу сказать огромное спасибо Афанасию Петровичу, потому что он меня учил в национальной гимназии уроку танцев, ритмики. И я хочу сказать, что Афанасий Петрович в свои 61 год находится просто в шикарнейшей форме, потому что я думаю, что всем надо похлопать. И вы даете нам большой пример, чтобы мы стремились в таком уважаемом возрасте выглядеть так же, как вы, любить жизнь так же, как вы, радоваться жизни и любить мир танцем. Спасибо вам огромное. Танец был очень классный, очень зажигательный, очень необычный. Мне нравится, когда хореограф смешивает несколько стилей. Разные стили, разные народности. Это всегда смотрится очень смотрибельно и интересно. Я просто в шоке, насколько быстро умеет Афанасий Петрович переодеваться. За буквально считанные, 3 секунды полностью поменять образ, переодеться. Ну, мне кажется, это вау-эффект, элемент шоу произошел. Ирина, желаю вам побольше улыбаться, наслаждаться, прям кайфовать здесь и сейчас, в моменте, именно на этом проекте. Вот. И спасибо вам огромное за ваш танец. Давайте послушаем Леонида. Вы знаете, я заподозрил неладное, когда Афанасий вышел вот в этой красивой красной рубашке, и вот здесь вот в вырезе застежки что-то там такое заблестело. И я думаю, это блестит неспроста. Вот. И я очень рад, что я не ошибся. Танец, действительно, вот смена стилей, это просто прекрасная фишка получилась в этом танце у вас. Но по поводу Ирины коллеги мои уже высказались. Действительно, больше уверенности, и все будет просто прекрасно. С таким наставником, я думаю, шансов победить у вас очень-очень много. Жюри. Ну что ж, нашей замечательной паре мы желаем удачи и отправляем к Максиму. Прошу. Я сразу говорю. Нашим спонсором и партнером является Капитал медицинское страхование. Здоровье – бесценный ресурс, основа полноценной и счастливой жизни. Полис ОМС – это бесплатная медицинская помощь по всей Российской Федерации. Спокойствие за будущее, доступность. Оформить полис ОМС просто и абсолютно бесплатно. Двигайтесь, достигайте своих целей, реализуйте свои самые заветные мечты, наслаждайтесь каждым моментом вместе с полисом ОМС от Капитал медицинское страхование. Ну а вас ждут по адресу город Якутск, улица Курашова, дом 22.
Да, действительно, ребята, здоровье очень важная штука. Оля говорит нам то, что мы все понимаем. А теперь к этой просто ошеломительной паре, которая, я думаю, ослепила нас и удивила с самого начала такой эклектикой, когда Афанасий врывается с народным танцем, и мы думаем, будет народный танец. Потом Ирина входит томно, как дива, как Айседора Дункан. И мы думаем, что же происходит здесь? Кому пришла в голову эта идея? Наверное, вам, Афанасий, так смешать стили. Ну, это общая идея, как получается, да? Я, значит, материал собираю, смотрю разные видеоматериалы, а оказывается, так можно так сделать, и Ирине показываю. Ирина тоже где-то подсказывает, где-то, ну ладно, хорошо, очень оригинально. И, ну вот, в основном, получается, это общее, так бы сказать, идея. Ирина, скажите, сложно ли было готовиться к этому танцу? Да, конечно, в любом случае сложности были, какие-то движения не сразу получались, приходилось репетировать. Ну, вроде получилось все. Скажите, вы давно мечтали о танцах? Я слышал, что у вас сеть гостиниц, ну то есть вы в принципе танцами не занимались никогда профессионально. Под руководством профессионального Афанасия вам захотелось прям увлечься этим миром и всегда интересоваться танцами? Да, конечно, я хочу после проекта к Афанасию пойти в ансамбль, если возьмет меня. Я думаю, Афанасий не откажет. И все, кто сегодня сидит перед экранами, смотрят, как вы учите, а вы танцуете. Это же такое волшебное дело, танец. Это язык. И люди смотрят и думают, ага, пойду к Афанасию. Он меня научит и вечерний какой-нибудь танец, и русский народный соскочить. Ослепили нас. Вот такой есть вопрос. Все, кто сегодня задумался о танцах. Афанасий, скажите, я, например, я далек от танца. Смогли бы вы дать какой-то совет вот человеку, который как деревянный Буратино, как ему полюбить танец, научиться танцевать? Ну, это зависит от самого, да? Некоторые танцуют, сразу обхватывают, у некоторых получается не очень. Ну, мы заставляем их учиться. Сразу видно, что, да, хочет танцевать, но не получается. Но у меня такая задача, чтобы учить танцевать тех, кто не умеет учиться. Поэтому я приглашаю, учитесь танцевать. Я думаю, потенциал в Ирине большой, Афанасий разглядел. Я немножко не соглашусь с жюри, которое говорит, что она не улыбалась. Мне кажется, просто Афанасий так сильно улыбался, что мы не увидели улыбку Ирины. Это как рядом с солнцем мы не можем увидеть фонарь. Но Ирина накопит силы, часть силы Афанасия себе заберет, и на второй, третий танец, возможно, мы увидим что-то слишком яркое, и зрителям придется уменьшать яркость на экране. Маленький секретик есть, подсказка, чего нам ожидать от вашей пары в этом проекте? Тоже пока нет, скажу, секрет, не раскрываемся. Ирина, последний вопрос к вам. Как вы думаете, ваша пара, она сможет любой жанр танцевальный охватить? Есть ли пределы у вашего таланта и вашей энергии? Я думаю, что будем пробовать, и у нас все получится, любой жанр. Я согласен с Афанасием и Ириной. Пожелаем им удачи, и пусть они поражают нас и дальше. Ну а мы познакомимся со следующей парой под номером 5. Дмитрий Шувалов и Люана Иванова. Ну а танец называется «Сальса» плюс «Дэнс-холл». Шаг навстречу. Встречаем! Всем привет, меня зовут Шаталов Дмитрий, я являюсь фитнес-тренером. В проект я попал очень случайно, хотел попасть на утро Якутии, провести там некий спортивный комплекс. В итоге меня пригласили на танцы. Я очень удивился этому предложению, но решил попробовать. Ведь в детстве меня хотели отдать на танцы, но в итоге меня отдали в спорт. С тех пор я спортсмен, стал фитнес-тренером, но в танцах себя так и не попробовал. Тут выдалась такая возможность, решил ее не терять, так сказать, попробовать. Вот, спасибо большое моему хореографу. Из полного дерева она сделала гибкое дерево, как она меня называет. Так что желаю нам удачи. Встретимся в финале.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Добрый день, меня зовут Иванова Люана, мне 33 года. Я преподаю в студии танца Якутиan Dance Center. Вообще я пришла сюда как ученица и вот начала преподавать. Сама я занимаюсь другим видом деятельности, это как мое хобби получается. И я работаю в медцентре. Я врач-рентгенолог компьютерной томографии. У меня 3 детей. Вот, самому маленькому сейчас 2 года. И я решила участвовать в проекте «Танцуй». Участвую в проекте я впервые. Я не знаю, на что я иду, но я думаю, мы себя покажем. Хотим проявить себя, это большой опыт. Моим партнером по танцу является Дмитрий, он у нас фитнес-тренер. Никогда в жизни не танцевал, вот, но очень хорошо старается. У него очень большой потенциал, и я верю, что у него все получится. Вау-вау, какой зажигательный и горячий танец. Сальса. Сальса, что за у нас танец? Это необычный танец. Он относится к социальной культуре, но в то же время он относится к латиноамериканским танцам. И не только. В результате смешения именно африканских и карибских стилей, а также латиноамериканских танцев, именно появился танец сальса. Самое главное в сальсе – это импровизация. И в сальсе главную роль играет партнер. Он ведет свою партнершу. Импульсами он показывает, что же именно должна делать его партнерша. И самое главное, что я сегодня увидела, что это яркость. Это было просто обворожительно. Зажигательный латиноамериканский танец в исполнении нашей 5-й пары. Давайте и еще раз подарим аплодисментами. Ну а сейчас давайте послушаем комментарии наших уважаемых членов жюри. Аина, прошу. Это было очень неожиданно для меня. Я впервые видела, что в спортивном зале можно носить такой шикарный костюм, такое шикарное красное вечернее платье. Видела впервые, наверное, отжимания тоже
вечернем наряде, скажем так. Ну, реально, если вы хотели сделать шок немножечко такой, то, я думаю, мы все жюри получили. Просто это было сказочно, но необычно и очень интересно на самом деле. Вот. По поводу танца хочу сказать, что, Люана, ты большая молодец. В том плане, я думала, что ты профессиональный хореограф, а оказывается, ты врач и рентгенолог, да? Это очень-очень необычно и очень-очень круто, что ты решилась поучаствовать в нашем телепроекте «Танцуй» как хореограф. Это, я думаю, будет новый какой-то уровень в твоем хобби. Вот. Дмитрию хочу сказать, Дмитрий молодец. Видно, что вы занимаетесь спортом, вы тоже находитесь в прекрасной физической форме. Все люди, связанные с спортом, с фитнесом, всегда настроены только на победу. Поэтому вам попался очень классный хореограф. Слушайтесь, больше контактируйте, срастайтесь во время танца. Друг друга больше чувствовать вам пожелаю. И вы большой молодец. Для первого раза очень-очень даже круто. Молодцы. Спасибо огромное, Аине. Давайте послушаем, что же скажет о нашей паре Павел. Ну, Дмитрий, я вас тоже поздравляю с началом. Вот вы сказали, что вы дерево. Вы не переживайте насчет этого, потому что, вы знаете, вот корявые поленья тоже горят. Знаете, надо гореть, танцам надо гореть. Но в то же время надо быть водой, понимаете? Вот не будьте, вот у меня тут так, сейчас раз-два. Я хочу, чтобы вы вот просто текли, как вода. Вот представьте, что вы вот, допустим, вы же танцуете в повседневной жизни, да, вот включите просто музыку и вот танцуйте. Вот когда вы будете танцевать следующий конкурсный номер, вы так же, как будто вы дома, без порядка, просто танцуете вот в свое и вот почувствуйте вот эту музыку. И когда у вас появится вот эта пластичность, не зажимайтесь, не будьте, вот как бы, надо быть, конечно, в танце, но не будьте, что вот как бы в рамках вот этого, чтобы вот была легкость исполнения. Вот в данном номере все взяла Люана, на нее как бы вот больше был акцент, да. Конечно, в сальсе отжиманий я тоже никогда не видел, но интересная находка. И для первого раза очень интересно. Посмотрим, что будет дальше. Я вам желаю удачи. Давайте послушаем Леонида. Абсолютно неожиданно был использован в танце воркаут. Вот. Дмитрий, ну, насколько я могу судить, со своим уровнем физической подготовки, справился с этой задачей просто прекрасно. Образ сурового мачо ему тоже удался просто замечательно. Я надеюсь, что просто в следующих конкурсах мы увидим, ну, более веселого человека, скажем так. Вот. Как здесь уже сказали, да, Люана немножко отвлекала, так сказать, на себя внимание. Но, с другой стороны, а что? У Дмитрия был такой образ. Он вот изображал сурового такого человека. Вы извините, в сальсе отжиматься это тоже нужно обладать определенным таким уровнем компетенций. Я надеюсь, что следующий номер будет тоже такой же интересный, как и этот. Выглядело все просто потрясающе. Мне очень понравилось. Спасибо огромное нашим членам жюри за советы, за комментарии. Ну а наши дорогие конкурсанты отправляются в ритме сальсы к нашему Максиму. Прошу. Ребята, идите сюда. Просто миллион вопросов, миллион у меня к вам. Во-первых, разрешите похвалить вас за такой цвет. Не знаю, почему он мне нравится, но мне кажется, это очень удачное решение. Дмитрий, вы выглядели просто как Джейсон Стэтхэм, который в какой-то романтической комедии должен охранять восхитительную девушку. В какой-то момент, я только сегодня узнал, что Люана это врач, в какой-то момент, мне кажется, у всех, кто был у экранов, поднялось давление, участилось сердцебиение, так что вы даже через экран повлияли на людей как врач. Дмитрий, сложно ли было учить такой танец? Я не буду говорить про то, что физическая подготовка высокая, что половина телезрителей думала, что спросить у Люаны, а половина, сколько он жмет от груди. Но я не буду это спрашивать. Я скажу, сложно ли было учить такой танец, как сальса? Здравствуйте, уважаемые жюри, зрители.
Было очень сложно. Я из тех парней, знаете, кто вот даже на дискотеках не танцует, а стоит как охранник и смотрит, что там происходит. Благодаря Люане просто вот это все получилось, и я даже полюбил танцы как будто, то есть, да. То есть, ну, идем дальше. Большое спасибо моему хореографу. Это все она, я просто делал, что мне говорили. И как раз слово Люане. Сложно ли было учить, с одной стороны, физически подготовленного, с другой стороны, парня, который стоит на дискотеке у стены, сложно ли было учить его сальсе? На самом деле, конечно, с первого раза ни у кого не получится что-либо сделать, тем более не танцующий человек. То есть он выучил вот это вот все только благодаря своей ответственности. То есть с первого раза у него не получается что-то, он это по 1000 раз повторяет, по 100 раз у него вот пока не получится. Вот в этом он молодец. То есть за счет этого у нас получился такой номер. И вот немножко хочется за счет, рассказать про наш номер. Почему мы в таких красивых нарядах? Так. Потому что это у нас премьера, это у нас показательный номер, поэтому мы ощущаем себя как на красной дорожке, мы ощущаем себя как звезды. Но... Почему как? Уже сегодня 1000 людей в Якутии смотрят на вас, вы уже звезды. Уже звезды, да? Вы уже зажглись. И вот помимо этого мы еще рассказываем про свою деятельность. Были вставлены элементы деятельности Дмитрия, это силовые элементы. Мы заметили. Отжимания, да? Ну и танцы, это уличный, да, дэнс-холл, вот как вот все, и немножко латины. Отражает ли сальса ваш характер? В какой-то момент показалось, что между вами может вспыхнуть пламя. Если бы не суровейший взгляд Дмитрия, я бы сам подбежал бы и начал танцевать. Но он смотрел как истинный бодигард, и я подумал, лучше туда не подходить. Отражает ли сальса ваш характер? Ну, думаю, да, потому что здесь ведь не только сальса. Отражает он полностью наш характер, потому что здесь смешанный стиль. То есть и улица, танцы, и, конечно, какая-то грация за счет меня. Я думаю, вы скажете грация Дмитрия. Я сначала не понял, про чью грацию вы говорите. Тогда у меня такой связанный вопрос. Станет ли вот эта физическая мощная подготовка Дмитрия фишкой на каждом этапе? Или вы сегодня просто ошеломили зрителя, а дальше будет что-то другое? Возможно, и мы не можем сказать полностью, у нас дается только неделя на Все продумывание. карты вы не открываете. Да, это наш показательный, вот, мы показали себя. Будет ли Дмитрий приносить по половине своего инвентаря на каждую нашу репетицию или просто? Хотелось бы, но все зависит от Люаны. Я думаю, что мы пожелаем этой замечательной бордовой паре удачи, чтобы Люана также не ослепляла Дмитрия, как она ослепила половину населения Якутии. Дмитрий все так же внушал нам, что пора бы к лету немножечко прийти в форму и втянуть животы. Пожелаем удачи, и я думаю, дальше они будут нас поражать. Да, ребята, после таких спортивных людей, конечно же, хочется сказать, занимайтесь танцами, потому что я сам только недавно узнал, что ни спортзал, да, ни какие-то суперсиловые тренировки дают человеку максимальную нагрузку, правильную, на сердце и мозг. Как вы думаете, это оказывается топ-3, это теннис, плавание и танцы. Оказывается, танцы из-за того, что ты делаешь разные движения, и на позвоночник правильная нагрузка, плюс это коммуникация с партнером, такая страсть в этом танце была. И оказывается, танцы очень классно влияют на здоровье. Танцуйте и смотрите все выпуски нашего проекта. Дорогие друзья, как показала наша пара, можно заниматься спортом и танцевать. Одно другому не мешает, а наоборот помогает укреплять здоровье. Но мы переходим к следующей паре, которая сегодня завершает наш эфир. Позвольте представить пару под номером 6. Рональд Амока и Розалия Волкова. Ну а танец называется «Плененные чувства». Встречаем! Здравствуйте, меня зовут Амоко Рональд Андевуку, я из Уганда, я приехал в Якутск в 2022 году. Я студент СУФУ, я в мединституте, лечебное дело. У меня 27 лет, я танцор,
И я тоже актер. Я приехал здесь в этот проект, потому что мне интересно, и я хотел знать больше о якутской культуре. So, я видел, этот проект будет лучше. Поэтому. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Меня зовут Волкова Розалия. Я являюсь участником проекта «Танцуй» в качестве хореографа. Я занимаюсь танцами около 15 лет. Я сама директор школы танцев «Премьера», художественный руководитель. Вот, преподаю детям. Мой партнер Рональд. Мы с ним нашли общий язык. Языковой барьер, наверное, немножко мешает, но в принципе мы друг друга можем понять за счет движения тела. Да? В основном в танце используется только счет, поэтому особо это не мешает. К первому эфиру мы готовим, получается, первый танец. Он у нас такой будет интересный, современного характера, но я не буду раскрывать, наверное, все подробности. Я думаю, потом посмотрят зрители сами. Яркие, энергичные, зажигательные танец в исполнении нашей шестой пары. Ну а мы хотим послушать, что же скажут наши жюри. Внимание, Леонид, прошу. Очень эмоциональный такой танец, очень зажигательный, чувственный. Единственное, что Розалия, конечно, вообще просто блистала сейчас на нашей сцене здесь. Надеюсь, что в следующих танцевальных номерах наших участников и Рональд также блеснет, потому что я вижу, что в человеке потенциал громадный просто. Я надеюсь, что дальше будет еще более огненно и зажигательно. Спасибо огромное. А мы передаем слово Аине.
Вообще, я хочу сказать, что в этом сезоне у нас собрались очень интересные участники, очень интересные личности, все харизматичные, все красивые, все необычные. Я думаю, что борьба будет очень-очень-очень интересной. И, ну, посмотрим. Посмотрим, кто выиграет. По поводу танца Розалия и Рональд. Классный номер, стильный, современный, такой, чувствуется уличный вайб. Рональд, хотелось бы увидеть твою шикарную улыбку. Но я понимаю, что ты сегодня был чуть-чуть в другом образе, что, ну вот, немножечко свысока, да? Вот, и Роза, вы шикарная, прекрасная. Мне все понравилось, мне все понравилось. Спасибо вам за номер. Благодарим Аину. Давайте послушаем Павла. Да, мне тоже остается только присоединиться к моим коллегам и сказать, что Рональду я бы хотел пожелать, ну, наверное, добавить как-то энергии. Посмотрите, как двигается ваша партнерша, как она притягивает вот это вот внимание всех зрителей на себя, как она пластично двигается. Я хотел бы вам пожелать, чтобы вы также обратили на это внимание и попробовали вот представить, что как будто бы никого нету, больше улыбаться и танцевать для себя. И тогда, возможно, вы бы нам раскрылись с какой-то другой стороны. Поэтому я желаю вам удачи. Будет очень интересно посмотреть на вас в будущем. Спасибо огромное всем членам жюри. Ну, а мы отправляем вас к Максиму, а то он уже вас заждался. Guys, come on. В первую очередь, ребята, хочу сказать, Рональд, you are amazing, good job. It's only start. Классно, ребята, вы команда Роро, Рональд, Розалия, я буду вас так называть. Мне кажется, что в таком образе бэтбоя, плюс еще Розалия прям поразила нас своей пластикой и доказала, что хореограф может быть молодым, и он может поражать. Вижу, что волнуешься, но сразу такой вопрос к тебе. Скажи, сложно, у тебя своя студия, я знаю, танцевальная, да? Сложно ли учить танцу и приятно ли видеть успехи своих подопечных? Да, вот я являюсь художественным руководителем школы танцев «Премьера» уже на протяжении, 1,5 года только. Но это не так уж много, да, чтобы говорить о том, что я прям в этой специфике очень хорошо разбираюсь. Но да, обучать детей — это трудоемко очень. Это сложно, и когда у них что-то получается, есть какой-то результат, конечно, я очень сильно этому радуюсь. И вот на примере, да, нас с Рональдом, допустим, он для меня как ребенок. То есть, если у него что-то получается, конечно, я очень сильно радуюсь, да. Скажи, когда ты готовил этот танец, сложно ли было какие-то, может быть, маневры выполнять? Насколько быстро возникла энергия, химия между вашей парой? Потому что здесь ощущение, что вы объехали полмира, уже убегали от львов, жили где-то в Нью-Йорке, в трущобах, все это прошли, и у вас такая уже появляется энергия. Сложно ли было дойти до такого эффекта тебе, как хореографу? Ну, у меня, если честно, такое ощущение, как будто я только сейчас дошла до этого эффекта. На репетициях мне очень сложно раскрываться. Я очень замкнутый человек. Рональд довольно открытый. Странно даже, что сейчас я просмотрелась, чуть-чуть выгоднее, да, на его фоне, потому что на репетициях он более открытый был. Сейчас, может, его, смутил весь этот народ, скорее всего. Но я на репетициях вообще не улыбалась, вообще не работала лицом. Я привыкла открываться на сцене, а у него, скорее всего, наоборот получилось. Но мы над этим будем работать. Да, мы пришли к этому только сейчас. Я видел несколько раз, Рональд, ты сдерживал улыбку, ты хотел улыбнуться, но подумал, что ты в образе бэтбоя, поэтому решил сдержаться. Я думаю, что ослепительная улыбка Рональда нас еще порадует не раз. Скажи, когда ты готовился к танцу, что для тебя было самое интересное, самое необычное? Когда мы готовились, мне интересно, что надо. Все нормально было, да, общее. Все. Все. Я думаю, что здесь и, наверное, усидчивость Рональда и талант Розалии здесь сыграла. Эта команда сегодня в черном. Есть ли какая-то, может быть, маленькая подсказка, Розалия? Это ваш стиль быть такими bad boy, bad girl? Или вы будете преображаться в течение всего проекта? Я, наверное, подогнала первую постановку под свой личный характер.
Ну, наверное, это была в то же время моя ошибка, да, потому что я не посчитала как будто характер Рональда. Ну ладно, уже все. У меня такой очень характер, ну, холодный. Я очень дерзкая, поэтому я выбрала этот стиль bad boy, bad girl. Но я надеюсь, я сейчас учла комментарии жюри, и я постараюсь раскрыть истинную сущность Рональда и сама как-то встать тоже в другом амплуа, проявить себя. Спасибо. Я думаю, что мы пожелаем этой паре удачи. Сейчас мы прервемся ненадолго, а потом вернемся в мир танца. Мы приглашаем в студию всех наших участников проекта «Танцуй». Встречаем аплодисментами пара под номером 1. Айталина Яковлева и Альберт Никитин. Пара под номером 2. Алексей Баев и Анжелика Данилова. Пара под номером 3. Ирина Рассейкина и Афанасий Калачев. Четвертая пара. Вероника Тамтосова и Вячеслав Ефимов. Следующая пара – Рональд Амока и Розалия Волкова. Встречаем! Дмитрий Шаталов и Ильяна Иванова. Шестая пара. Бурные аплодисменты! Друзья, вот и настала пора попрощаться с нашими телезрителями и участниками проекта «Танцуй». До следующего воскресенья! Мы встретимся снова с вами на телеканале Якутия-24 в следующее воскресенье с 19 до 21:00. Танцуйте друзья. и любите жизнь. Но мы желаем всем нашим участникам удачи. Как говорится, танцуют все.